Если ты не выплачиваешь закят, то еда, которую ты ешь, не полностью чиста. Закят – это часть твоего богатства, по праву принадлежащая кому-либо. Какой грех ты совершишь, если украдешь чужое и съешь? Какой же грех ты совершишь, если ты не выплатишь закят? Про себя ты думаешь, почему я должен давать этому нищему, этому дураку? Я заработал эти деньги своим умом, я крутой. А он пусть зарабатывает сам. Но ты заработал не потому, что ты крутой. Помнишь, сколько у тебя было одноклассников? Когда ты учился в школе, там были ребята, которые учились лучше тебя, а у кого-то отец был крутым. Теорему Пифагора ты до сих пор не знаешь, но зато ты водишь крутую машину, можешь позволить себе любые лакомства, а твой одноклассник, который хорошо учился и знает все вышеупомянутое, живет в нужде. Получается, ты все это имеешь не потому, что ты умный. Ты думаешь, что ты шустрый, но есть те, кто шустрее тебя. У кого-то такие шустрые руки, что он может быстро жонглировать шариками, но бедняга, он до сих пор так и жонглирует шариками. Это означает, что твой удел больше, чем его.